Рахмон окончательно стал рабом Китая. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем закончился саммит Китай-Центральная Азия. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. В городе Сиань завершился саммит Китай-Центральная Азия. По итогам саммита главы государств и участников подписали Сианьскую декларацию и провели совместную пресс-конференцию. Председатель КНР Си Цзиньпинь отметил, что на саммите главы государств подвели итоги дружественных обменов и плодотворного сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии, обобщили полезный опыт с выходом на новые договоренности, определены новые ориентиры дальнейшего развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии. Председатель КНР Си Цзиньпинь на встрече лидеров стран Центральной Азии предложил расширить трансграничную торговлю и пообещал выделить странам региона почти $4 миллиарда помощи. Председатель КНР впервые одновременно принял глав всех 5 центральноазиатских стран. В прошлом году уже имел место виртуальный саммит на уровне глав государств Китай-Центральная Азия, приуроченный к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Пекином и 5 постсоветскими республиками. Следующая такая встреча должна пройти в 2025 году в Казахстане. Обращение Си Цзиньпиня к участникам саммита было разбито на 8 пунктов предложений, среди которых расширение экономических и торговых связей, транспортных путей, поставок нефти и газа, а также проектов атомной энергетики. 5 центральноазиатских республик играют важную роль в китайско-инфраструктурном внешнеполитическом проекте «Новый шелковый путь». Председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что Китай готов способствовать укреплению оборонного потенциала стран Центральной Азии. Китай готов помочь странам Центральной Азии в укреплении потенциала правоохранительных органов, безопасности и обороны, поддержать их независимые усилия по обеспечению региональной безопасности и борьбе с терроризмом, а также работать с ними над укреплением кибербезопасности, заявил китайский лидер. Си Цзиньпинь в своем публичном выступлении на саммите с главами 5 постсоветских стран ни разу не упомянул Украину и нападение на нее России. Он также повторил известную риторику Пекина о недопустимости попыток вмешательства извне во внутренние дела и провоцирования цветных революций. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил на саммите, что обеспечение региональной безопасности – это одна из актуальных тем государству, и Таджикистан придает особое внимание сотрудничеству в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, транснациональной организационной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Таджикистан заинтересован в расширении и укреплении регионального сотрудничества во имя улучшения транспортно-коммуникационных связей между странами Центральной Азии, цифровизации и упрощении порядка международной торговли государства, а также в создании логистических центров, цитирует Эмомали Рахмон и его пресс-служба. Международные СМИ отмечают, что Китай ставит себя в авангард влияния в Центральной Азии, в то время как Россия, считающаяся традиционным игроком в регионе, тратит свои ресурсы на войну против Украины и теряет влияние. 19 мая главы КНР, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана по итогам саммита Китай-Центральная Азия подписали Сианьскую декларацию. Кроме того, в рамках саммита подписаны еще и следующие документы. Меморандум о взаимопонимании об индустриально-инвестиционном сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества, также о взаимопонимании между государствами Центральной Азии и Китаем в сотрудничестве в области цифровой торговли, меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства, по созданию механизма совещания министров сельского хозяйства, положению о работе механизма встречи руководителей таможенных служб, меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области ввоза и вывоза карантина животных и растений между компетентными органами, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании делового совета Центральной Азии, Китай. Председатель КНР Си Цзиньпинь сообщил, что следующий саммит пройдет в Казахстане в 2025 году. Лидеры Китая и государств Центральной Азии приняли решение о проведении заседаний в таком формате каждые 2 года. Страны будут проводить саммит поочередно. Как вы относитесь к такому сближению? Как вы думаете, хорошо ли это повлияет на Таджикистан, в котором и так половина всего китайского? А у нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.